Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Федеральным законом о противодействии коррупции устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. О запретах, ограничениях и обязанностях, установленных законодательством, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Татьяна Самойлова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Саха. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Добрый день. На каких основных законах строится эта система, о которой мы сегодня поговорим? В чем юридическая разница между запретом, ограничением и обязанностью? Да, действительно, данная тема, которую мы сегодня будем с вами затрагивать, остается очень актуальной. Тут важно понимать, что законодатель четко разграничивает запреты, ограничения и обязанности, которые установлены законодательством для гражданских служащих. Что касается нормативной базы, то здесь основной, федеральный закон — это о противодействии коррупции, также федеральный закон о государственной гражданской службе, федеральный закон о муниципальной службе и различные указы президента Российской Федерации, которые устанавливают тот или иной порядок касаемо антикоррупционной деятельности, скажем так, порядок уведомления о конфликте интересов, о наличии каких-то иностранных счетов и так далее. Что касается разграничения именно вот этих понятий, если детально их разграничивать, то запрет — это установленное законом именно, запрет именно государственному служащему запрещает какие-либо действия совершать по антикоррупции. Ограничение — это, допустим, уже можно совершить действие, но с соблюдением каких-то процедур или каких-то согласований. И обязанности — это установленные законодательством о противодействии коррупции, обязанности гражданского служащего по уведомлению, допустим, по совершению каких-либо действий. В последующем конкретно я раскрою эти данные термины. Ну что ж, давайте начнем тогда с запретов. Вот какие действия категорически недопустимы для служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей, если подробнее? Согласно федеральному законодательству, запрет, как мы и сказали с вами, это категорический запрет воздержаться от совершения каких-либо действий. И к таким относится, допустим, запрет на получение подарков, каких-то денежных вознаграждений, суд, услуг, оплата отдыха и развлечений, оплата транспортных услуг и так далее. Все, что связано с деятельностью государственного служащего, он не может получить от третьих лиц какие-то вознаграждения. Второй ключевой запрет в этой области — это запрет заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме как государственной службы, допустим, кроме как преподавательской, научной и творческой деятельности. Здесь также есть оговорка, что данная деятельность не должна финансироваться иностранными государствами или международными организациями, то есть противоречить интересам государства. Так, и третий ключевой запрет — это запрет иметь счета в иностранных банках и хранить там денежные средства. Как на самого госслужащего это распространяется, так и на членов его семьи. А как же быть, допустим, с подработкой, да? Многие хотят тоже на 2-3 работах, там понемножку. Это тоже прям категорически нельзя. Это да, если гражданин имеет статус государственного служащего, у него есть прям категорический запрет заниматься иной оплачиваемой деятельностью. Тут можно привести такой пример. Если государственный служащий отработал на своей службе с 9 до 6, пришел домой, и вдруг у него возникло какое-то желание выехать на машине и потаксовать, например, с использованием, допустим, этих наших приложений Драйви, Яндекс.Такси, это будет расцениваться как иная оплачиваемая деятельность, как предпринимательская деятельность, как извлечение выгоды, и может последовать ответственность за такие действия. А чем на практике отличается ограничение от категорических запретов? Ограничение — это уже запрет, но с соблюдением каких-то условий можно сделать какие-либо действия. Здесь, например, государственный служащий после увольнения со службы в течение 2 лет не имеет права занимать должности в организациях коммерческих или некоммерческих, деятельность которых так или иначе была связана с его гражданской службой.
Но здесь есть вот как бы такое, он может уведомить об этом комиссию специальную по рассмотрению таких уведомлений. И если комиссия посчитает не таким важным его роль в работе этой данной коммерческой организации, они могут ему разрешить работать в данной организации. Если не разрешат, как бы в течение 2 лет он не имеет права работать в данной организации, чтобы интересы службы, государственной службы и государства не были как бы распространены в общество. Угу. Ну и перейдем к обязанностям. Да? Вот какие действия законодательство вот прописывает, как совершать служащему, чтобы оставаться при этом в правовом поле? Обязанности — это вот уже конкретные определенные действия, которые госслужащий должен сделать, чтобы вот оставаться в правовом поле и предотвратить какие-то антикоррупционные правонарушения. К таким обязанностям относятся, допустим, вот предоставление справок о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как на себя, так и на членов семьи. Также предоставление сведений о расходах. Если государственным служащим было приобретено дорогостоящее имущество, недвижимость, транспортное средство или земельный участок, стоимость которого превышает его доход и доход членов семьи за предыдущие 3 года, у него есть обязанность об этом уведомить и указать источник денежных средств, из которых он приобрел данное имущество. Также к обязанностям у нас относится уведомление о возникшем конфликте интересов. Допустим, если при исполнении службы возникла какая-то заинтересованность в исходе того или иного дела, государственный служащий обязан об этом уведомить, и также специальная комиссия должна рассмотреть данный вопрос и решить, есть ли здесь конфликт интересов или нет. Угу. А если вот на примере, вот как выглядит конфликт интересов? Допустим, если государственный служащий при исполнении своих полномочий, да, у него вот возникает какой-то интерес. Если вот, допустим, на той стороне, скажем так, близкий родственник или там как-то ему помочь, выгоду какую-то приобрести, вот у него возникает такое, да, при исполнении своих должностных обязанностей, он должен об этом обязательно уведомить работодателя и найти путь решения данной проблемы. То есть передать данный вопрос другому государственному служащему, заявить самоотвод, сказать, что это мой родственник, я не буду заниматься этим вопросом. Либо как-то вот принять меры к урегулированию. Если не примет такие меры, то, к сожалению, тут ответственность высока. Угу. Ну вот что происходит, если служащий все-таки нарушает запреты, да, игнорирует ограничения или даже не исполняет вообще обязанности? Какая ответственность предусмотрена в таком случае? Да, вот именно антикоррупционная ответственность, она очень так многогранна, скажем, и очень сурова, начиная от мер, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, это дисциплинарные, допустим, замечания, выговор и увольнение со службы в связи с утратой доверия. Здесь важно сказать, что если государственный служащий уволен со службы в связи с утратой доверия, его вносят в специальный реестр. И в последующем ему это будет мешать для продвижения уже по служебной лестнице, скажем так, для построения карьеры. То есть он уже будет запятнен как служащий, которому нельзя выразить доверие. Вот. Кроме того, у нас предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Уголовная ответственность по антикоррупционным преступлениям довольно-таки суровая. Тут категория преступлений тяжкие, особо тяжкие и могут повлечь лишение свободы в срок до 15 лет с конфискацией имущества, которое было приобретено за счет взяток, допустим, и с запретом заниматься определенной деятельностью тоже на какой-то срок. Угу. Ну вот интересно, как у нас в республике вообще оценивается обстановка? Но все равно мы ежегодно стараемся, правовую культуру в этой сфере увеличить, чтобы у каждого государственного служащего было правосознание и четкое убеждение внутри, что он не должен нарушать закон и должен противостоять коррупции, взяточничеству и так далее. Но несмотря на это, органами прокуратуры республики ежегодно более 600 государственных служащих все равно привлекаются к каким-либо родом ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Угу. Ну и вот тут подробнее. Какие практические советы вы можете дать служащим, чтобы все-таки минимизировать риски и оставаться в рамках закона?
Ну, прежде всего, это, конечно, прозрачность. Надо быть максимально прозрачным, уведомлять обо всех каких-то ситуациях, возникающих при исполнении должностных обязанностей. Если кто-то вам предлагает какую-то взятку, услугу, какие-то привилегии, преференции, льготы, да, об этом надо сразу уведомлять и работодателя, и правоохранительные органы. И чем прозрачнее государственный служащий в своей деятельности, тем он как бы честнее и ответственнее относится к работе, и тем он не будет привлечен к ответственности. Я вот посоветую государственным служащим не умалчивать ни о каких случаях, рассказывать о возникновении конфликта интересов, о каких-то своих дорогостоящих покупках, об источнике денежных средств, ну и так далее. А вот еще интересно, вот сколько раз, в какой период, каждый год, ежегодно или даже поквартально нужно сдавать документы о своих вот доходах и так далее? Раньше ежегодно было до 30 апреля, да, с этого года, с 1 января 2026 года у нас внесены изменения в законодательство. Сейчас такая обязанность отменена, она осталась у определенной категории гражданских служащих, но при этом осталась обязанность уведомить вот о расходах, о дорогостоящих покупках. Если, допустим, купили квартиру и не уведомили об этом работодателя, это является грубым нарушением и может последовать увольнение в связи с утратой доверия. А какие-то просветительские вот мероприятия у вас проводятся для служащих, возможно? Ну, с каждым годом все равно законы меняются. Да, мы стараемся, мы план просвещения готовим и стараемся вот коллективом ежеквартально выходить в какие-либо организации к муниципальным служащим, государственным служащим, разъяснять им положение законодательства, порядок уведомления и подачи документов. Ну и в целом, вот как я и говорила, мы пытаемся поднять правовую культуру, антикоррупционную культуру как населения, так и государственных служащих, так и в целом по республике. Ну что ж, Татьяна Андреевна, спасибо большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.